Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні наладжвання ўзаемадзеяння ў галіне аздараўленчага турызму. Польскія турысты толькі пачынаюць знаёміцца з санаторнымі прапановамі нашай вобласці, а развіццё без візу толькі спрыяе супрацоўніцтву дзвюх краін. Для польского сегмента данный продукт является определенным открытием в настоящее время, так как вокруг нас находится достаточно много конкурентов. Но в последнее время в рамках указа президента о безвизовом порядке въезда, о тех мероприятиях по улучшению качества туристической инфраструктуры, мы выходим на достаточно высокие показатели по уровню сервиса и по конкурентоспособной цене нашего санаторно-курортного продукта в Брестской области. Напярэдадні дэлегацыя Люблінскай рэгіянальнай гаспадарчай палаты і прадстаўнікоў турбізнесу наведалі ўсе 6 санаторыяў, якія ўваходзяць у турыстычна-рэкрэацыйную зону Брест і прызнаюцца, засталіся прыемна здзіўлены. To dziełowa pojezdka, wszyscy zainteresowane работа z waszymi zdrawnicami, z waszymi sanatoriami. No, все очень довольны, просто никто не ожидал, что во всех санаториях такой хороший прием. Мы всем благодарим, конечно, за то, что они нас приняли у себя. Но и главное, что они все заинтересованы работой, как с вашей стороны, так и с нашей. Думаю, что это будет будут успехи из этой поездки. Зацікаўлены ў гэтым супрацоўніцтве і санаторыі в области. Мы проводим такую многовекторную маркетинговую политику, ориентированную как на Запад, так и на Восток. И, конечно, мы заинтересованы и как в польских отдыхающих, так и отдыхающих с Прибалтики и с европейского региона. У мінулым годзе экспорт аздараўленчых паслуг у вобласці склаў каля 17 мільёнаў рублёў. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».